Предлагаем вашему вниманию брифинг по избирательной кампании. Узнаем о текущей ситуации на избирательных участках. Предлагаем послушать. Елена Николаевна, здравствуйте. Расскажите, как проходит третий день голосования, в каких районах Якутии у нас наблюдается высокая явка и есть ли какие-то нарушения? Добрый день, уважаемые телезрители. В Якутии сегодня, как и по всей стране, по всей Российской Федерации, идет третий заключительный день трехдневного голосования по федеральной кампании, по выборам депутатов Государственной Думы, Федерального собрания Российской Федерации 8-го созыва. Кроме того, вы все знаете, что в республике проходят две региональных кампании по выборам дополнительным по двум избирательным округам в парламент нашей республики. Ну и, конечно, наша многочисленная муниципальная кампания. Надо сказать, что выборы в эти 2 дня и сегодня проходят спокойно, корректно. Обстановка в помещениях участковых комиссий совершенно штатная. Каких-то таких нарушений, которые бы влияли на волеизъявление избирателей, у нас не установлено. И мы надеемся сегодня достойно завершить процедуру голосования. Я понимаю, что всех интересуют цифры по количеству проголосовавших на данный момент, поэтому хочется сказать о том, что вот только что буквально мы подвели результаты по количеству пришедших на участки на 12 часов дня, и у нас явка по федеральным выборам составила около 35%, что в абсолютном выражении 231 646 избирателей у нас проголосовало на федеральной кампании. Если сравнивать эти показатели в территориальном разрезе, да, ну по районам, что называется, то, конечно, у нас традиционно высокую активность электоральную проявляют жители северных наших районов, да. Вот уже по состоянию на вчера в Анабарском районе было зафиксировано более 60% явки избирателей. Кроме того, у нас есть такие небольшие поселения, которые уже 100% проголосовали по состоянию на вчера на 8 часов вечера. Вот село в Усть-Алданском районе, Балаганнах, оно уже отголосовало 100%, что называется, да. Но если мы сравниваем показатели по количеству проголосовавших в сравнении с предыдущими федеральными кампаниями, то, конечно, проведение этой избирательной кампании в трехдневном формате, оно все-таки немножко меняет отношение к вообще сравнительным показателям. И поэтому получается, что, допустим, те данные, которые у нас были на 12 часов в день голосования в 2016 году, и те цифры, которые я вот сейчас выше озвучила, да, они просто физически несопоставимы. Но если мы говорим о показателях явки в целом по 2016 году, то следует сказать, что якутяне тогда на думских выборах проголосовали с явкой 48 с лишним %. Сегодня мы посмотрим, как будут у нас зафиксированы показатели по явке, да? Ну, сегодня в 8 часов утра все участковые избирательные комиссии республики открыли свои двери в штатном режиме. Мы ждем наших уважаемых избирателей сегодня проголосовать, осуществить свое активное избирательное право. И после 8 часов, после закрытия участковых комиссий, начнется, наверное, один из ответственных этапов любой избирательной кампании. Будет осуществляться подсчет бюллетеней, подсчет голосов, подведение результатов голосования и результатов выборов, что называется. Мы надеемся, что в течение предстоящей ночи мы уже обработаем результаты по всей республике, и к утру, возможно, раннему утру, мы уже будем готовы сказать о тех показателях, о тех результатах, которые будут зафиксированы на территории республики.
Хочется сказать о том, что в соответствии с нормами действующего федерального законодательства, пока по всей территории Российской Федерации не будет закрыта последняя участковая избирательная комиссия, на федеральной компании я хочу акцентировать внимание, не имеет права быть опубликованными любые результаты, либо обнародованы по федеральным выборам. Поэтому ранее 3 часов ночи, учитывая, что у нас в Калининграде закроются участки с 9-часовой разницей, избирательная комиссия комментировать какие бы то ни было результаты, даже в разрезе каких-то конкретных территорий, которые там, допустим, уже будут подведены на северах, мы просто не имеем права, не имеем таких полномочий. Поэтому, может быть, результаты муниципальных кампаний будут у нас уже подведены и обнародованы, но никак не федеральная кампания. Конечно, я в очередной раз хочу отметить, что вместе с нашими многочисленными членами участковых избирательных комиссий все 3 дня наша армия участковых комиссий, более 6,5 тысяч человек, да, вместе с нами все эти 3 дня работает многочисленная армия наблюдателей от партий, от кандидатов, общественные наблюдатели. Если в первый день голосования наблюдателей было 3397 человек, то во второй день голосования, за ходом голосования наблюдали уже около 4000 наблюдателей разных уровней. А вот сегодня уже зафиксирована даже цифра более 4000 наблюдателей в помещениях наших комиссий, в помещениях для голосования. Конечно, мы выражаем большую благодарность, рассчитываем на их помощь, видим в них только своих помощников, которые нам позволяют процесс голосования осуществлять гласно и открыто. И, конечно, нельзя не сказать о том, что сотрудники органов правопорядка нам помогают все эти 3 дня, ну и, безусловно, представители средств массовой информации, которые вот тоже работают с нами. Уважаемые избиратели, я призываю вас прийти сегодня на участки, отдать свой голос. Напоминаю, что во всех помещениях участковых комиссий соблюдаются меры санитарной безопасности для того, чтобы обезопасить вашу жизнь, здоровье наших избирателей, здоровье организаторов выборов. И вот сегодня немножко нашумевшая информация о заболеваемости наших 2 председателей участковых комиссий, наверное, нуждается в определенных комментариях. Да, я хочу сказать на самом деле, что 2 наших председателя, к сожалению, заболели вот этой новой коронавирусной инфекцией, но хочу успокоить всех, что эти факты заболевания были выявлены до того, как участковые комиссии приступили к исполнению своих полномочий в дни голосования. Поэтому никаких оснований для беспокойства, для волнения нет. И мы все-таки просим вас прийти в участковые комиссии, где вы сможете осуществить свое волеизъявление. Благодарю за внимание.